И я прошу, чтобы отремонтировали Калинина улицу. Вот один вопрос. Светлана Бирюлина просит не от себя лично, а от жителей всей длинной улицы в Брянске, уходящей от набережной далеко в Соловьи. Этот разбитый участок частного сектора много лет ждет ремонта. Эта улица уже в планах работ, дает ответ лично мэр Вячеслав Тулупов. От магазина и сюда до... ПВПД. Да, и до зеленого хозяйства, разворотное кольцо. Оно будет предусмотрено выполнить в полном объеме. Кроме асфальтирования сделают хороший водоотвод, уложат дополнительную трубу, чтобы дождевые потоки не затапливали дорогу. Светлана Аниканова из Выгонического района тоже представляла в приемной президента интересы всех своих односельчан. Я обратилась от имени всех жителей села Лопуш. Мы задыхаемся без воды. И это длится не один год уже. Люди не раз обращались к районным властям, но провести капитальный ремонт водопровода не под силу местному бюджету. Здесь смогли выделить деньги лишь на изготовление сметы и подготовительные работы. Одно это стоит более 700 тысяч рублей. Еще почти 2,5 миллиона добавила региональная казна. Срок окончания работ – 1 октября. Устраивает вот такое решение? Конечно, конечно. Ну, за все. Спасибо. Удачи вам, всего доброго. Директор детской спортивной школы из Трубчевска попросил помочь с приобретением инвентаря для новой секции пауэрлифтинга. Ею руководит молодой специалист, и она пользуется популярностью у ребят. Просьбу обещали исполнить к началу нового учебного года. Вопросов коммунального и социального характера среди обращений граждан больше всего. Эта статистика изучается, и часто, исходя из остроты проблемы, принимаются важные решения на государственном уровне. Например, от регионов потребовали строго исполнять закон о предоставлении жилья детям-сиротам и не допускать многолетних очередей. В нашей области в последние 3 года на это ежегодно направляется примерно по 200 миллионов рублей. Например, в этом году для детей-сирот из запланированных 232 квартир уже приобретено 174. С контроля снимается вопрос тогда, когда он решен. То есть определяют сроки исполнения, исполнители, заявитель при этом присутствует, и он говорит о том, что устраивает его решение вопроса или не устраивает. У нас нет проблем с исполнением. То есть вот если срок определен, если ушло письменное обращение на имя губернатора, то практически у нас не было срывов. Уже сегодня все заявители получат из приемной президента ответы на свои обращения с указанием конкретных сроков исполнения. Людмила Гусарова, Олег Жеребчевский, Вести, Брянск.